Эта неделя могла стать очень тревожной для России. По крайней мере, этого очень добивались в Вашингтоне. Америка уже сорвалась на язык ультиматумов. Предъявлено сразу два. Первый во вторник, мол, надо срочно отпустить задержанных украинских моряков и вернуть корабли-нарушители. Иначе, как сказал анонимно некий высокопоставленный представитель Госдепа, Россию ждет нарастающая боль. А что до россиян, то... Им должно быть совершенно ясно, что до тех пор, пока они удерживают членов экипажа, мы будем продолжать усугублять последствия. Они должны освободить экипажи, вернуть корабли, и это не то, на что мы будем закрывать глаза. Этот ультиматум был предъявлен в среду. Понятно, что ничто у нас нигде не шевельнулось, а украинские арестованные решением суда катера-нарушители продолжают ржаветь у причальной стенки Керченского порта. Следующий ультиматум прилетел уже на следующий день. Уже из уст самого госсекретаря США Майка Помпео и впервые с упоминанием сроков. Речь о действующем пока договоре о ракетах средней и меньшей дальности ДРСМД. Если в течение 60 дней Россия не возобновит выполнение норм договора, то США выйдут из него. До этого момента мы не будем разрабатывать, производить или размещать ракетные системы, не предусмотренные документом. Любопытно, что само это заявление Помпео с угрозой выйти через 60 дней уже является нарушением, поскольку в тексте договора по РСМД статья 15 говорится, что выйти из него можно лишь через полгода после уведомления о выходе. США явно спешат, не считаясь ни с чем. Значит, они просто уже все решили. Остальное, включая бездоказательное обвинение России, отговорки. Президент России Путин ответил Майку Помпео буквально сразу, спустя лишь несколько часов. Совершенно очевидно и всем уже известно, заявление господина Помпео несколько запоздало. Сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать. Напомню, что уже в этом году, по-моему, Конгресс США до объявления о выходе США из этого договора выделил деньги на неокры по созданию этих ракет. То есть решение принято давно, только по-тихому. Но они думали, что мы не заметим это. Да, но это же в бюджете Пентагона стоит уже разработка этих ракет. Но только после этого публично объявили о том, что они уходят. Следующим шагом начали искать, на кого бы свалить. Ну, самое простое и привычное для уха западного обывателя — виновата Россия. Это не так. Мы против разрушения этого договора. Но если это произойдет, соответствующим образом будем реагировать. Свои ультиматумы и нагнетание тревоги Америка подкрепляет действиями, хотя все же пока довольно робкими. Так, по словам представителя 6-го флота США Рэйчел Макмар, ракетный эсминец МакКэмпбелл проплыл в окрестностях залива Петра Великого у Владивостока, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран. Рэйчел еще утверждала, что их корабль прошел в непосредственной близости от наших берегов, но, как пояснил представитель нашего генштаба генерал Коношенков, в действительности эсминец УРО МакКэмпбелл ВМС США даже не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на 100 километров. Более того, на протяжении всего перехода в международных водах американский эсминец следовал под контролем находившегося в непосредственной близости от него российского большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Трибутс», а также самолетов морской авиации Тихоокеанского флота. Вообще-то 100 километров – это далеко за горизонтом. Ирония дерзкого маневра американцев еще в том, что примерно в то же время, когда американский эсминец демонстрировал свою дерзость, в небе того же Японского моря столкнулись два американских военных самолета «Заправщик» и «Истребитель». Есть жертвы. Впрочем, вернемся в Черное море. CNN сообщает, что поближе к российским берегам желает прогуляться некий американский боевой корабль, о чем США и предупреждают Турцию, контролирующую пролив Босфор. Так что ждем. Важный момент. Украина приглашает корабли НАТО посетить свои порты на Азове. Россия считает, что НАТО в Азове нечего делать.